Морская тематика, девушки, джаз. Под московским небом собрались лучшие представители медиа-отрасли страны. Церемония проводилась в 16-й раз. Бронзовая чайка национальной премии «Медиа-менеджер России» сродни Оскару в киноиндустрии. В проектах оценивается, конечно же, там составляющая финансового успеха. Иногда социальная ответственность мы ввели года, наверное, 4 или 5, потому что мы считаем, что это тоже важный такой элемент. В свое время в Советском Союзе данная тема присутствовала в СМИ, а потом как-то она не нашла с перестройкой. Неинтересно писать про добрые дела. И мы как-то решили популяризировать эту тему, чтобы медиа об этом писали. Бесспорные лидеры в области медиа, получившие призы, издательские дома «АИФ» и «Коммерсант». Но многолетний опыт премии показал, что отличные журналисты и менеджеры есть не только в столицах. География номинантов обширна – Воронеж, Казань, Томск, Екатеринбург. В современном информационном мире многие вещи можно постичь без специального образования или присутствия в профессиональной тусовке. Одним из победителей стал генеральный директор Республиканского информационно-издательского холдинга «Саха Медиа» Кирилл Алексеев. Члены жюри высоко оценили создание в Якутии собственного республиканского мультимедийного медиа-центра. Управление таким холдингом представляет собой очень амбициозную задачу, и я рад слышать, что там происходят мультимедийные изменения гораздо раньше, чем во многих других региональных холдингах, да раньше, чем и в федеральных изданиях тоже. И поэтому за это можно только порадоваться. Благодаря финансированию правительства республики площадка бывшего пресс-центра превратилась в современный мультимедийный медиа-центр. Видеостена, камеры-роботы, звукоизоляционные панели, направленный звук удивляют даже избалованных новинками гостей. Так, во время своей поездки в Якутию известный польский режиссер Кшиштоф Заноси признался, что это лучшее место, где ему пришлось выступать. В принципе, площадка готова принимать мероприятия любого формата, любого уровня. Она же является такой универсальной площадкой для работы всех журналистов Саха Медиа. То есть там с удовольствием работают и газетные журналисты, которые раньше, только писали и за рамки традиционной журналистики не выходили. Сейчас они могут там озвучить какой-то анонс, свою передачу авторскую могут придумать. В обществе принято считать, что государственные СМИ неповоротливые, замшелые, а их сотрудники до сих пор не умеют пользоваться компьютером. Между тем, Саха Медиа полностью опровергает эти стереотипы. Таких центров очень мало. Именно с такой возможностью быстрой реконструкции, быстрой смены площадок с одной на другую, с конференцией на круглые столы и так далее, и так далее. И, конечно, большой респект просто сотрудникам, рядовым сотрудникам центра, которые это так быстро все осуществляют, переставляют, освещают, снимают, моют, извините. Это, конечно, очень четко организовано, это здорово. Бронзовая чайка улетела в Якутск. Возможно, в ближайшем будущем к ней присоединится такая же птица. В планах Кирилла Алексеева создание в Якутии интернет-канала непрерывного вещания, а значит, якутяне снова могут побороться за престижную национальную премию в области медиа.